Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как полицейские пытались проникнуть в квартиру, где, по их информации, была женщина с ножевым ранением. Не бейте, пожалуйста! И чем в итоге это обернулось? Телячья голова как метод устрашения и угрозы для семьи. Я тебя сейчас в натуре выведу, блядь. Будешь целовать мне ноги, пока, блядь, эти березы не привяжу. Дело о вымогательстве $1 000 000 у юриста одной коммерческой организации. А также на одном и том же месте с разницей ровно в 24 часа. Скорее всего, она не рассчитала знаки или вдруг. Наверное, вот сейчас будем выяснять. 5-летняя девочка пострадала в результате аварии на перекрестке улиц Павлюхина и Даурская. Это и не только прямо сейчас. В квартире одного из домов на улице Голубятникова находится женщина с ножевым ранением. Такое сообщение поступило вечером в дежурную часть полиции. Приехав по указанному адресу, сотрудники попытались проникнуть в квартиру. Но мужчина, находившийся внутри, впускать стражи порядка не торопился. Завязалась перепалка. Чтобы вскрыть дверь, вызвали сотрудников МЧС. Чем это обернулось и что скрывал жилец? Ответы на эти вопросы в репортаже Алии Хайрудиновой. Открывай! Открывай дверь, говорю! Дверь открывай! Прибыв на место происшествия, полицейские не могли войти в квартиру. Мужчина, находящийся внутри, не спешил открывать дверь. Медлить им было нельзя. При вызове сообщали о ножевом ранении женщины. Чтобы вскрыть дверь, пришлось вызвать спасателей. Понимая, что будет дальше, он стал уверять, что замки не открывает не специально, просто нечем. Открывай! Все, без паники, открывай! Открывай спокойно. Но за дверью все было слышно. Ключи он искать не торопился, а звонил маме. Алло, мам, вскрывай квартиру, мам! Когда терпение стражей порядка и спасателей лопнуло, жильца предупредили в последний раз. Но так и ничего от него не дождавшись, начали вскрывать дверь. Когда дело в буквальном смысле запахло жареным, хозяин квартиры все же впустил стражей порядка. Войдя в квартиру, полицейские обнаружили 2 супругов. Первоначальная информация о ножевом ранении некой женщины не подтвердилась. Не бейте, пожалуйста! Не бейте, пожалуйста! Его трогать никто не будет. Не бейте, пожалуйста! При выяснении обстоятельств оказалось, что стражей порядка вызвал сам мужчина. Но зачем, внятно ответить не сумел. Я и звонил тогда в полицию, потому что как будто кто-то дома постоянно. Уже позже выяснилось, что в полицию он звонил часто, но адрес и причины вызова были другими. На месте полицейские, естественно, ничего не находили. О необычном поведении жильца квартиры говорили и соседи. По их рассказам, мужчина живет здесь уже давно, но какое-то время он отсутствовал. Ну, он только освободился, по-моему. Ему не было год, наверное. Вот 3 дня как освободился. Из мест лишней свободы? Наверное, да. А за что, не знаете? Не знаю. И вот как освободился, вот что-то хулиганит 3-й день. А что он делает, чтобы хулиганить? Ну, кричит ночами, он за стенкой. С кем-то ругается, с кем ругается, неизвестно. Вскоре выяснилась возможная причина нежелания пускать внутрь полицейских. В квартире стражи порядка обнаружили пакетики с неизвестным веществом. Заподозрив, что это могут быть наркотики, на место происшествия пришлось вызвать дополнительные экипажи полиции. Изъятое вещество отправят на экспертизу, а обоих супругов пришлось вести на медицинское освидетельствование. В случае, если в найденных свертках действительно находились запрещенные вещества, то, вероятнее всего, по данному факту будет возбуждено уголовное дело. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Подбросили юристу телячью голову и вымогали у него деньги. Такое обвинение было предъявлено 3 подсудимым в минувшем году. Они год отсидели в следственном изоляторе, пока статью не переквалифицировали. Сегодня в Советском районном суде Казани планировалось зачитать в отношении них обвинительное заключение и допросить потерпевшего. Почему процесс отложили, знает Нафиса Минязова. Я барана зарежем просто, курбан-барян замутим тебя. Эти слова, к счастью для потерпевшего, оказались просто угрозами и устрашением. В качестве морального давления ему под дверь подбросили отрубленную телячью голову. Все произошло в начале минувшего года, а по версии следствия, потерпевший работал юристом в конторе одного из подозреваемых. Со слов потерпевшего, конфликтная ситуация возникла, когда его заставили заняться заведомо проигрышной апелляцией по одному из гражданских исков, за который клиент заплатил порядка 600 тысяч рублей. После того, как иск был проигран, мужчина выдвинул требование вернуть деньги. Свой гонорар в 150
50 тысяч рублей юрист клиенту отдал, объяснив, что остальное забрал начальник фирмы. И в ответ руководитель, чтобы не выплачивать деньги из своего кармана, стал требовать у юриста 1 миллион. Однако подсудимые говорят, что деньги он брал у них в долг и просто проигрывал. У него просили деньги обратно. Он, я сейчас там тебе, там маму и так далее, там эту порежу, тут порежу. Именно это, говорит подсудимый, побудило его на угрозы. В апреле минувшего года подозреваемых в вымогательстве задержали. Тогда юрист приехал на встречу вместе с сотрудниками полиции. Все фиксировалось на камеру, в том числе и скрытую. Я тебя сейчас в натуре вывезу, блядь. Будешь целовать мне ноги, пока эти березы не привяжут. Тогда двоих подозреваемых задержали прямо на месте, а через пару месяцев поймали и того, кто, по мнению полицейских, подбросил потерпевшему телячью голову. К слову, подсудимые уже ранее привлекались к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью и подделку документов. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело за вымогательство. Но позже их деяния переквалифицировали и подозреваемых отпустили под домашний арест. Органам предварительного следствия подсудимым вменяется преступление, предусмотренное частью 2 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации, самоуправство, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения. Сегодня планировали зачитать обвинительное заключение, опросить потерпевшего, однако этого сделать все же не удалось. В связи с неявкой одного из адвокатов процесс отложили на 5 апреля. Если тогда он не явится, тогда будет решаться вопрос о замене защитника. Навсегда меня зовут Азат Самигуллин, вызов 112. Незаконный нефтеперерабатывающий завод обнаружили сотрудники отдела управления экономической безопасности в Нижнекамском районе. Продукты перегонки на нем получали из нефтяных отходов. Бензина и дизельного топлива, конечно, не получали. Производили что-то вроде печного топлива. Его же и продавали, только качество, говорят, мало соответствовало заявленному. Как узнал Ленар Гинатуллин, сама перегонная установка совсем не отвечала требованиям безопасности и угрожала далеко не только сотрудникам подпольного производства. Эту установку по перегону нефти называют не иначе, как самовар. Аппарат непромышленного производства, он самодельный. Как установили оперативники, выпаривали на нем смеси нефтяных отходов. Нагревали все паром под высоким давлением. Угроза, по оценкам специалистов, была не только сотрудникам этого производства, но и всему, что было поблизости, включая и окружающую среду. В ходе дальнейших мероприятий оперативники подразделения экономической безопасности изъяли различную документацию, черновые записи по работе и отпуску производимой продукции. На основании собранных полицейскими материалов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство товаров и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время назначено химическое исследование нефтепродуктов. Кроме того, проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до 2 лет. Ленар Гинатуллин, Азат Самигуллин, вызов 112. Сгорел дотла. Такая судьба постигла двухэтажный частный дом на улице Харьковская. В кирпичном здании проживала пенсионерка. Женщина, успевшая вовремя покинуть горящее строение, не пострадала. По рассказам очевидцев, прибывшие на место пожарные помогли пожилой женщине спасти деньги и священную книгу «Коран». Дом же спасти не удалось. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснять пожарным дознавателям. КАМАЗ въехал в бетонный столб сегодня рано утром на улице Техническая. Как рассказал водитель грузовика, на пешеходном переходе прямо перед ним резко затормозила иномарка. Чтобы не наехать на нее, вывернул руль вправо, после чего его отбросило на мачту городского освещения. Сам мужчина не пострадал, а вот грузовик получил значительные повреждения. Автоинспекторов мужчина вызывать не стал, так как посчитал, что никому не навредил и претензий никому не имел. На одном и том же месте с разницей ровно в 24 часа произошли совершенно одинаковые аварии. На перекрестке улицы Павлюхина и Даурской столкнулись Рено Дастер и Ниссан Жук. Пострадал водитель одного автомобиля и 5-летняя девочка, пассажир другого. За сутки до этого в этом же месте столкнулись Ниссан и БМВ. Обе аварии произошли одинаково и имели одну и ту же причину. Какую, расскажет Илья Хайрудинова. После столкновения обе машины отбросило по разные стороны. Удар был достаточно сильным, и на место происшествия пришлось вызвать карету скорой помощи. В Рено находилась 5-летняя девочка. Она сидела в детском кресле, но удар был такой, что она получила ушиб почки. А у женщины-водителя Ниссана Жук медики диагностировали ушиб мягких тканей головы. Я ехала прямо, она заканчивала маневр, но у меня был зеленый, давно горел уже зеленый. Скорее всего, она не рассчитала знаки, либо, наверное, вот сейчас будем выяснять. Автоинспекторы выяснили, что оба автомобиля ехали навстречу друг другу. Рено по Оренбургскому тракту, Ниссан по Павлюхина. Именно автоледи за рулем последнего начала поворачивать налево, не пропустив при этом французскую иномарку и не дождавшись, пока загорится зеленая стрелка, разрешающая этот маневр. Девушка признается? Ну да.
Как объясняют вообще? Ну, сразу сказала, что не смогла остановиться. Из гололеда, получается. Ну, и гололед, и, наверное, угорел, скорее всего, у нее желтый, красный, непонятно. Она, наверное, решила докончить. К слову, ровно сутки назад на этом же месте точно по такой же причине столкнулись BMW и Nissan. Водитель последнего рассказал, что просто не видел, что на светофоре есть дополнительная секция. Тогда пострадали 2 человека. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.